Повезло, однако, нашим родителям. Они в молодости тоже совершали глупости, но тогда не было интернета, значит, не было и доказательств. Да, со всемирной паутиной нужно быть осторожнее, ведь в эти сети попадают все и все. О самом интересном расскажем прямо сейчас. Всем привет! Месяцы пота и слез. Цирк с участием звезд состоялся. Как прошло шоу и кто там участвовал? Фейсбукчане высадили фруктовый сад в Гисаре. К слову, это не первая их акция. Новая восходящая звезда таджикского ютуба. Его видео набирают миллионы просмотров. В чем секрет? Новый интернет-магазин «Расон24». За вас товары отберут эксперты. Как? Расскажем. Макияж и прически просто так. Таджикские визажисты и парикмахеры решили бесплатно наводить красоту пенсионерам. Жизнь Кадами Курбона пополняется слухами, а он дает очередное шедевральное интервью. Почему таджикским блогерам в Германии запретили собираться вместе? Повод был веский. Уникальное шоу «Цирк со звездами» наконец состоялось. Несколько месяцев таджикские певцы репетировали и вырепетировали. В общем, у них все получилось. Публика осталась в восторге, как и сами артисты. 21 февраля в столичном цирке прошло яркое зрелищное шоу с участием известных исполнителей таджикской эстрады. На арене высадился настоящий звездный десант. Шахроми Абубакр, Нигина Амонкулова, Мадина Акназарова, Худжастая Мирзували, Валиджон Азизов и Зафар Абдуалимов. Акназарова на своей странице поделилась впечатлениями от итогов. Руки тряслись, сердце учащенно билось, страховки не было. Но все прошло на ура. Зеленая акция «Дарах Тиман» набирает обороты и расширяет географию. В Гисаре, в детском интернате для особенных детей, экоактивисты высадили настоящий фруктовый сад. 30 душанбинцев, невзирая на непогоду, стали частью доброй инициативы и вместе с местными жителями посадили сад дружбы – 515 деревьев. Один из инициаторов акции, Навруз Адинаев, на своей странице в Фейсбуке опубликовал пост со словами благодарности тем, кто поддержал акцию: Хукумату Гисара, посольству Великобритании, администрации интерната и всем неравнодушным гражданам, которые в свой законный выходной отправились творить добро. В сети набирает популярность новый YouTube-певец Шердил. Мальчишке всего 14, но он поражает своим вокалом и игре на гитаре. Блогер Наимджон случайно познакомился с Шердилом и решил помочь в продвижении юного таланта. И вот видеоролики с молодым человеком набирают от 150 до 200 тысяч просмотров. Его первое выступление на свадьбе посмотрели 1 300 000 раз. Гораздо больше, чем набирают многие клипы наших именитых исполнителей. Шердил побывал сегодня у нас в гостях и поделился интересными подробностями своей жизни и творчества. Полную версию нашего эфира можете посмотреть на страницах Азии Плюс в соцсетях. Сегодня добрались мы и до Кадами Курбона. Уж слишком много слухов ходило о нем последнее время. Мол, у него несколько жен, одна из которых наколдовала его болезнь. Поговаривали даже о его гибели. Но нет, все сплетни. Жив-здоров и с радостью дает интервью в программе «Меданьяне» на Ютубе. Среди прочих вопросов Курбону было такой, что явно поставил артиста в тупик. Говорят, вы вышли из моды, а ваше видео не пользуется былой славой и популярностью. Как вы на это реагируете? После некоторой паузы певец ответил, что не в курсе таких разговоров. Плохое, видимо, не задерживается в его голове. Правильно, надо экономить пространство. А вот для тех, кто не прочь сэкономить время, энергию и деньги, запустился новый сервис – интернет-магазин «Расон24». Необычный, уникальный. И вот почему. Товары здесь отбирают специально обученные эксперты по закупкам. Они знают, как быстро найти лучшие фрукты и овощи, проверить сроки годности и правильно упаковать заказ, чтобы продукты прибыли к вам, словно вы только взяли их с полки магазина. Ну и цены – это важно. Они вообще не отличаются от привычных рыночных. Интерфейс сайта удобный и понятный. Регистрируйтесь, выбирайте в каталоге нужные товары и оплачивайте покупку удобным для вас способом. Картой Корти Мили, Visa или MasterCard, наличными при получении или через электронный кошелек и по QR-коду Алиф Моби. Товары доставляют в день заказа.
Красивыми хотят быть все, но не у всех есть финансовые возможности. Назукат Ашурова бесплатно наводит красоту сиротам, пациентам хосписов и пансионатов. Что подтолкнуло женщину на такую необычную благотворительность, рассказывает инстаграм-канал +1 ТВ. Курбон. Нет, не Кадами Курбон, сколько можно уже о нем говорить. Курбон, родом из YouTube-сериала «Ишк Пуль Душанбе», стал очередным героем выпуска на канале Орзу Исоева. Ну, не персонаж, разумеется, а актер театра и кино Шуджуат Асадолозада, который сыграл одну из главных ролей в этом фильме. За плечами актера разный профессиональный бэкграунд. Так Шуджуат рассказал о том, как был садовником в России и о других местах работы. О том, почему разошелся с первой женой и насколько жалеет об этом. Гунар, актери, Джавони, Сабуки, Сабуки аз ҷониби ки? Зиндаги. Чӣ хел Сабуки аз ҷониби зиндаги ман намефаҳмам. Мантиқи ин ҳарф. Не, ман гуфтам биҷавони. Қисмат. Не гуфтед Сабуки. Биёед дар бораи Сабуки ҳарф мезанем. Ки Сабуки кард? Ҷавоби дақиқ намедиҳед шумо ба саволҳои ман. А еще он поведал о том, что недавно купил «Запорожец». Правда, пока без колес. Зачем и почему? Ответы в интервью на канале Орзу на YouTube. Джонибек Муродов решил поностальгировать и поделился трогательным видео из личного архива. 1990 год. Совсем еще кроха Джонибек в объятиях любимой мамы, которая произносит пророческие, между прочим, слова. Когда Джонибек вырастет, то станет певцом, как отец. Неспроста говорят, что добрые напутствия и благословения обязательно сбываются. Этими словами подписал видео сам певец. И действительно, Муродов стал известным певцом в Таджикистане и по праву занял свою нишу. Больше одного не собираться. Это касается таджикских блогеров в Германии. Полиция города Зост запретила нашим блогерам приближаться друг к другу. И на это есть основание. Ведь они стали участниками драки с использованием газового пистолета. К инциденту причастны 8 уроженцев Таджикистана, в том числе 3 блогера. Все началось после того, как Музафар Давлатов, известный как Борода Ти-Джей, загрузил в YouTube видео о преобразованиях в Душанбе, сравнив его с Дубаем. Это не понравилось Сулаймону Урзуеву, владельцу YouTube-канала «Шеф Ти-Джей». И понеслось. Нелестные отзывы, словесная перепалка. В итоге личная встреча, оскорбление, драка и стрельба из газового пистолета. Зрелищная игра или минимальные риски? Какую стратегию выберет таджикский боец Лоик Раджабов? В преддверии нового сезона PFL 2021 спортсмен начал тренировки в Санфорд ММА вместе с именитыми тренерами и спарринг-партнерами. О подготовке к очередному бою спортсмен рассказал на YouTube-канале Star Fund. Что пошло не так в его бою с Шульте? Какую работу над ошибками он провел? И почему хочет биться только с сильными соперниками? Напомню, что Лоик Раджабов начал свою профессиональную карьеру в 2012-м. Провел 16 боев, из которых победил в 14. Но в новогоднюю ночь с 19 на 2020 проиграл поединок с бразильцем Натаном Шульте в Нью-Йорке. Следующий бой Лоика пройдет 23 апреля. Ну а мы с вами встретимся вновь гораздо раньше, ровно через неделю. Отберем самые интересные новости Таджнета, расскажем о завсегдатаях Ютуба и Инстаграма и дадим ссылки на интересные каналы и аккаунты. Всем пока!